Привет, друзья! Вышел на прогулку. Очередная моя прогулка. Сегодня уже асфальт у нас немного просох. Но он чего, километров длиной 2. У нас асфальт в деревне. Так-то деревня длинная, село, то есть длинное. А асфальта всего там 2 километра, да. И что вот эти 2 километра я постараюсь проехать там, посмотреть. Ну, прогуляться просто по селу. Прогуляюсь. Дорога уже все, просто асфальт. Надеюсь, нормально съезжу до конца села. Не села, а до конца асфальта. В прошлой поездке, ребята, видите, как все изменилось. Вообще дорога классная стала. Но это только центральная дорога. Такому хорошему асфальту, конечно, скорость у меня минимальная, там что ли, написано 6 км в час, конечно, маловато будет. Это только вершинка айсберга, что такая дорога. Потом уже там никуда не свернуть. Покажу вам нашу больницу, вон наша больница, да, и как сюда заехать, вот как сюда заехать на коляске человека. Это ведь снегообманчивый такой, тропиночки, а не говорят там уже какие-то пандусы, заболел, все, мы не имеем права заболеть. Вызываешь, домой не приезжает вообще. И здесь то же самое с другой стороны. Есть дорога, но туда не спуститься, не подняться, не заехать в эту больницу. Сейчас вот. А как сюда тут? Вообще овраг. Как сюда тут спуститься? Страшно подумать даже, ребят. А это мне, вот, например, мне надо в больницу. Хрен поедешь, хрен заедешь. А сделаешь вызов, скажут, что у тебя есть коляска, дали тебе коляску, приезжай. Вот
лафа кончилась. Вот так. Вот какие ямы уже начались. Мне очень-то тут разъездить хоть даже 10 километров в час. Нифиг делать, можно перевернуть. В ямку попадаешь когда. О, встречных машин нету, хорошо. Первая машина мусоровоз тут есть. Новая услуга. Новая услуга для нас. Мусоровоз. Очередные деньги. Собираем. Что, поснимал, ребята, достопримечательностей у нас нету как таковых. До центральной там, до клуба нашего там доехать невозможно. С мужиками посидел, поговорил. И еще еду обратно. Асфальт очень хороший. На улице солнечно. Вообще. По такой дороге только кататься и кататься. Я уже приехал до дому, и у меня вот такой штатив есть. Хороший человек для меня заварил вот такой штативчик. Сейчас попробую испытать, будет греметь или не будет греметь. Это штатив на подлокотник мой. А то старый он какой-то, все вот шатается, блин. Посмотрю, чего получится. Старый. Установили, ребята, камеру, экшн-камеру на новый штатив. Сейчас посмотрим, будет, нет там громыхать или что-то. Я просто проедусь метров 200. Проедусь и посмотрим, там будет громыхать или нет, как будет вообще снимать. Сейчас снимаю. Камера у меня находится на новом штативе. Мастеру привет. Привет, Олег.
изнутри. Камера снимает уже со своего штатива. Сейчас далеко не буду ездить, тут где дорога ровная. Развернусь. Это все я готовлюсь к летней рыбалке, чтобы можно было там камеру повесить. И может кому-то пригодится, у кого кто занимается вот этим, охота снимать, а руки не держат, например, камеру. Сейчас еще поставлю сюда камеру Panasonic. Посмотрим, как она будет снимать при езде. Вот как установили ребята камеру Panasonic. Жаль, что на левую сторону пришлось устанавливать, потому что у меня пульт с правой стороны. И я рулю, левой рукой не могу рулить. И вот этот экран открывается, не в мою сторону. Это, конечно, не очень хорошо. Ну, как есть, так и есть. Сейчас поезжу и поснимаю, как будет снимать. Все уже. Все, ребята, сейчас уже у меня камера снимает Panasonic, как говорится, но за счет попридержу. Не знаю, как получится. Съемка, конечно. Ну вот, как получится, так и получится. Вес большой у камеры и немножко потряхивает. А экшн камеру держит нормально, вообще не трясется. Так даже и мне надо рукой придерживать этот штатив. Ладно, друзья, закончу я свою прогулку. Съездил по асфальту, прогулялся по двору, испытали вот этот штатив. Скажем спасибо моему хорошему товарищу Олегу за то, что он мне вот такую конструкцию соорудил. И в дальнейшем надеюсь, что хорошо поснимал, там лишние звуки не появились. Просто я сейчас не могу сказать. Вот буду монтировать, там посмотрю. Ладно, всем пока, ребята, всем удачи. До новых видео.